Мероприятие прошло в рамках дискуссии. Рассказ докладчика провел слушателей от пути формирования Декларации по защите и свободы прав человека до сегодняшних реалий. В Декларации отражены основные принципы прав и свободы граждан: право на жизнь и запрет рабства, права в гражданском и политическом обществе, на духовные, общественные и политические свободы, такие как свобода вероисповедания и свобода ассоциаций, и социальные, экономические и культурные права. Для студентов юридического факультета такая информация не будет лишней, ведь будущим юристам предстоит не раз руководствоваться в своей работе данной декларацией. В будущем именно юристы, вы именно будете, где бы вы не работали в какой-либо сфере, именно вы будете стоять на страже защиты прав человека. В Абхазии Декларацию по правам человека приняли в 1992 году. В 1994-м документ вошел в Конституцию. Статья 11 основного закона страны гарантирует всем гражданам Абхазии соблюдение их прав. По словам представителей офиса, в нашей стране много механизмов по защите прав граждан. Одним из них является Институт по правам человека, который был создан в 2016 году. Это государственный орган, который участвует в охране, защите, пропаганде прав и свобод и оказании квалифицированной юридической помощи. Особая роль института омбудсмана состоит в том, что он находится между обществом и властью. То есть одновременно это государственный орган, но и в то же самое время это как бы адвокат общества для государства. То есть мы должны защищать аппарат уполномоченного, данный институт должен защищать, используя те механизмы, которые предоставлены самим государством для защиты прав человека, использовать все предоставленные государством меры воздействия. В век информационных технологий люди хорошо информированы о своих правах, но на деле, как использовать эту информацию, знают далеко не все. И тогда Институт по правам человека оказывает содействие в решении проблем. Омбудсмен выступает неким посредником между простыми людьми и государственными структурами. Мнение, высказано уполномоченный по правам человека по тем или иным вопросам, оказывает значительное правовое и моральное воздействие на правоприменителя. Административный арест ни в коем случае нельзя использовать в рамках уголовного дела. Да? Но у нас получается на практике как? Задерживают административного арестованного, но могут параллельно в рамках уголовного дела возбужденного совершать какие-то там опросы, допросы и так далее. Но это категорически запрещено. Как оказалось, в Абхазии очень востребован данный институт. В основном обращаются граждане, чьи права были нарушены. Докладчики рассказали студентам о работе офиса, о количестве и характере обращений. К нам в офис обращаются с такими нарушениями. Это нарушение прав задержанных, осужденных, заключенных. То есть это нарушение в местах лишения свободы. Такого рода, как недопуск адвокатов к подзащитному с момента фактического задержания. Это процессуальные нарушения прав при задержании. У нас это право на медицинское свидетельствование, на получение медицинской помощи, особенно в отношении осужденных. Так, дальше у нас также к нам в офис обращаются с нарушением жилищных прав, нарушение социальные права, очень часто именно нарушение социальных прав, это и пенсионное обеспечение, и социальные выплаты, пособия. Как отметила Мадина Лазарева, зачастую омбудсмен действует не только по жалобам граждан, но и по собственной инициативе. Это очень важно, что законодатель закрепил норму, когда уполномоченный по своей инициативе может принимать меры к восстановлению нарушенных прав тех или иных граждан. От позиции каждого жителя планеты зависит, будет ли на нашей Земле безопасность и мир, и сможем ли мы достойно реализовать свой потенциал. Ведь каждый из нас имеет на это право. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.